Работа на местах продолжается. Развитие сельского хозяйства и лесной промышленности в Нерюнгринском районе обсудят члены республиканского правительства. Делегация во главе с первым зампредом Петром Алексеевым находится в районе с двухдневным рабочим визитом. Елена Фаст продолжит. Чтобы иметь детальную картину, уже в первый день группа объехала ряд наследников с целью на месте ознакомиться с состоянием дел, узнать о проблемах и видении перспективы. Были осмотрены молокоприемные пункты села Лёкминская, Кячи и Абага, маслоцеха во втором и первом Нерюктяе. Здесь же посетили практически готовую школу. В первой Абаге группа осмотрела пункт разлива реализации воды. В этом селе в конце лета был построен летний водопровод, что значительно облегчит жизнь сельчан. Молодцы, что успели. Начиная со следующего года же у нас новых объектов по водопроводам не будет. Уже будучи в городе, группа посетила деревообрабатывающий завод. В последние годы оборудование простаивает, что крайне нерентабельно. Такие мощности должны работать. Для самого запуска завода почти ничего не нужно. Тут как бы все готовое стоит. Вот тут котельная есть отдельно, он на щепе отапливается. Тоже новая, да, сам себя может отапливать. Так, кладовая Лёкмы, несмотря на все сложности, продолжает выпускать широкий ассортимент молочной продукции. Здесь говорили не столько о проблемах, сколько о возможности развития. В будущем все равно надо думать, еще будем на одном месте топтаться, что ли. Первый день завершился культурной программой. Гости по достоинству оценили спортивный потенциал города в плане объекта и пожелали столь же высоко поднять уровень чемпионов. История Лёкмы незаурядна и интересна, заметили в заключении уже в музее высокие гости. Елена Фаст, Максим Копылов, Геннадий Лопатинский, НВК Саха, Алёкминск.